совершая намаз, мы произносим молитву, которая называется ат-тахият. Одним из предложений этой молитвы являются слова «Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи салихин». Они означают «Пусть будет салам нам и всем праведным рабам Аллаха», то есть пусть Аллах избавит нас и всех верующих от любого зла. Приветствие миром распространено среди людей с самых древних времен. Оно существует со времен нашего праотца Адама, мир ему, и оно останется приветствием верующих до самого судного дня. И в раю верующих также будут приветствовать словами «Саламу алейкум». Это приветствие обычаи всех пророков. Это неотъемлемая черта всех чистых и праведных людей. К сожалению, сегодня некоторые мусульмане отказались от этого прекрасного поклонения и отдалились от него. Оставление саляма стало одной из причин исчезновения единства среди верующих, появления между мусульманами раздоров, разногласий, раскола, отдаления друг от друга их сердец. Все это противоречит повелению Всевышнего Аллаха. Наш любимый пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ла тадхулу аль-джанната хатта ту'мину, ва ла ту'мину хатта тахаббу, аля адуллукум аля шейин, иза фа'альтумуху тахабабтум, афшу ас-салама бейнакум». Вы не войдете в рай, покуда не уверуете. И не уверуете, покуда не возлюбите друг друга. Указать ли мне вам на такое деяние, совершая которое вы полюбите друг друга, распространяйте между вами приветствие миром, то есть салам. Как часто приходится видеть, что мусульманин проходит мимо другого мусульманина и не приветствует его приветствием, которое повелел Всевышний Аллах. Некоторые хоть и используют это приветствие, однако приветствуют только своих знакомых. Незнакомых же мусульман приветствовать не считают нужным. А если кто-то из незнакомых людей поздоровается с ними и скажет им «салам алейкум», они крайне удивляются и говорят: «Почему он сказал мне салам алейкум? Откуда он меня знает?» Однако посмотрите, что говорит пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Как-то раз к нему пришел один человек и сказал: «Что мне делать, чтобы стать лучшим мусульманином? Какое исповедание ислама является наилучшим?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Тут'иму ат-та'ам, ва тaqрa'у ас-салам аля ман арафта, ва ман лам та'риф». Ты должен кормить едой нуждающихся и приветствовать миром тех, кого знаешь, и тех, кого не знаешь. Эти слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, являются приказом, являются повелением делать приветствия салам явными, многочисленными, распространяющимися повсюду. Необходимо приветствовать не только знакомых, но и незнакомых братьев по вере. Поприветствовать единоверца значит помолиться за него, а получить от него ответ «Ва алейкум ассалам» значит получить молитву за себя. Сказать верующему «саламун алейкум» значит удостоиться от Аллаха большой награды. У нашего пророка был сподвижник, которого звали Абдуллах ибн Умар. Рады Аллаху та'аля анх, да будет им доволен Аллах. Этот человек обладал поистине великими знаниями, полученными им от пророка. Он обладал великой верой и праведностью. Сам пророк засвидетельствовал об этом и сказал: «Абдуллах раджуль салих». Абдуллах, то есть Абдуллах ибн Умар, праведный человек. Так вот, Абдуллах ибн Умар очень часто шел на рынок и приветствовал находящихся там людей. Он шел по рынку и приветствовал всех встречающихся ему, продавцов, покупателей, бедняков. Однажды, когда Ибн Умар в очередной раз решил отправиться на рынок, один из его знакомых сказал ему: «Зачем ты идешь на базар? Ведь ты все равно ничего не покупаешь, не смотришь на товар, не спрашиваешь о его цене, не торгуешься, не садишься, чтобы побеседовать с людьми». Ибн Умар ответил: «Я иду на рынок ради салама, чтобы поприветствовать встречающихся мне людей». Именно так поступал этот праведный человек, да будет доволен им Аллах. Зачем он делал это? Затем, что распространять салам и часто приветствовать людей миром
является, как было упомянуто в хадисе, одной из причин для вхождения в рай, а также является возможностью заработать у Аллаха великое вознаграждение. Если человек скажет своему брату мусульманину «Ассаляму алейкум», то ему записывается за это 10 наград. А если он поприветствует 10 человек, то получит 100 наград. Оказывается, вот почему Абдуллах ибн Умар ходил на рынок. Он шел туда, чтобы получить вознаграждение, а это гораздо лучше и выгоднее торговли. Где еще найдешь столько людей, чтобы поприветствовать их, как не на рынке? Все это указывает нам на то, что нельзя уставать от саляма. Распространение этого благословенного приветствия не должно надоедать нам, дорогие друзья. Взаимные приветствия, распространение саляма заставляет людей любить друг друга, укрепляет в их сердцах такие чувства, как взаимное уважение, приводит к сплоченности и миру. Посудите сами, если кто-то пройдет мимо вас и не поприветствует вас, в вашем сердце возникает холодок и нелюбовь к этому человеку. И наоборот, если кто-то, пусть даже незнакомый тебе человек, обратится к тебе с приветствием, в твоей душе возникают теплые чувства и любовь по отношению к этому человеку. Если кто-то любит приветствовать окружающих и говорить им «саляму алейкум», то это указывает на его скромность. Это подчеркивает его уважение к другим, указывает на отсутствие в его сердце злобы, высокомерия, зависти. Воистину, салям сближает мусульман. Салям знакомит их друг с другом. Салям сеет среди людей любовь и согласие. Так давайте же, мои любимые братья и сестры, выполнять этот великий вид поклонения Всевышнему. Этот великий вид служения, позволяющий получить его награду, являющийся причиной для вхождения в рай, являющийся прекрасной сунной нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Пусть Аллах будет доволен всеми нами. Пусть Аллах сделает всех нас из числа Его рабов, которые распространяют приветствие салям и тем самым удостаиваются Его благосклонности. И пусть Аллах хранит вас. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. لا إله إلا الله محمد